Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители видеоблога Риатаза. С вами в прямом эфире Маруф Асланов, и я рад снова представить вашему вниманию историка, писателя, политолога Вадима Макаренко. В прошлом выпуске Вадим Макаренко рассказал о своем взгляде на историю Ближнего Востока и место русских и курдов в ней. На этот раз он попытается ответить на вопрос, откуда пошла земля русская. Добро пожаловать, уважаемый Вадим Макаренко. Мы рады снова вас видеть в нашей студии. Спасибо огромное. Я рад продолжить нашу беседы о истории. Причем я могу сказать сразу, что хотя я говорю о истории русской, славянской, славянской, но когда мы смотрим вглубь, мы должны понять, что это история, которую мы все, почти все народы этой земли, мы ее, так сказать, делим. По крайней мере, народы Евразии, которые живут здесь, независимо от того, живут ли они где-нибудь там в Японии, живут ли на Британских островах, в России, или остались в том центре, который всегда образовывал вот центр земного круга, это Ближний Восток. Дело в том, что исходная точка, из которой мы все идем, это Ближний Восток. Оттуда начинается история. Причем вот это вот место, его древние называли земным кругом, оно было уникальным с точки зрения того, что это почти 10 миллионов квадратных километров, которые вот часть вот Восточной Африки, часть Северной Африки, Ближний Восток, прилегающие Армянская, Иранское Нагорье и даже Центральная Азия. Вот этот вот большой кусок земли, он был очень обильно снабжен всеми богатствами, которые можно только придумать. И вода, и земля, и солнце. Все, так сказать, здесь было для того, чтобы вот именно в этом месте стартовала история. А потом уже вот эти вот линии, они расходились. Мы, так сказать, будучи детьми или правнуками одного, может быть, отца, потом каждый народ обрел свою историю, и мы зачастую не понимаем, что когда где-то есть наши предки, так сказать, те же, ну, то есть есть наши братья, такие же, как мы, потомки наших прадедов, но они живут своей особой жизнью, не задумываясь о том, что у них есть связи с русским народом или с каким-то другим народом. Вот мы не случайно обсуждаем эти вопросы на Риатаза, потому что вот есть такой этнос курдский. Я часто сталкиваюсь даже с тем, что в силу того, что последние столетия были довольно-таки тяжелые для курдов, они испытывали колоссальное давление. В связи с этим есть даже такая вот уверенность у многих для того, чтобы поднять, может быть, свой именно такой дух и настроение, что курды самый древний народ на земле. Часто я даже сталкиваюсь с тем, что ну вот с курдского языка все начиналось. Я просто хочу сказать, что на большой глубине, когда мы обращаемся там за 4, 5, 6, 7 тысяч лет назад, вот на этой глубине, так сказать, мы очень близки друг к другу. А дальше начинается расхождение. Дальше надо проследить, какую часть пути мы прошли вместе, какую часть пути мы уже идем отдельно, и осознать вот эту вот близость. Мы вообще должны отказаться от такого, я бы сказал, расового подхода, что один народ лучше, другой хуже, один выше, другой ниже, один достойный, другой недостойный. Это абсолютно не имеет никаких оснований ни в истории, ни в реальной жизни. Действительно, кто-то сегодня добился большего, но, знаете, мир повернется, и те, кто были, может быть, сзади, окажутся впереди. А те, кто были в самом начале, те, кто лидировали, окажутся, так сказать, последними. И так в мире происходило не один раз. Сегодня я хотел бы задать вопрос и ответить на него, откуда пошла земля русская. Дело в том, что я считаю, что русская история, вот обычно там, мы знаем, тысячелетие русской истории празднуются, еще какие-то там даты. Обычно русскую историю ведут там с 8-9 века нашей эры уже, ну, а какие-то 1000 лет истории настолько немного, что даже непонятно, а где же до этого были наши предки? Когда смотришь на вот эту территорию, которую мы занимаем сегодня, вот этот север Евразии, он, конечно, большой, обильный. Сейчас даже в связи с изменением
климатических условий, может быть, даже меняется его, так сказать, природа. Может быть, он станет более теплым, более пригодным для жизни, может быть, он станет богаче с точки зрения того, чтобы выращивать здесь всякого рода растения культурные, там, пахать землю, засевать, иметь большие урожаи. Вот. Но дело в том, что север Евразии всегда был подвержен очень мощным климатическим изменениям. Конечно, это не происходило там каждые 100 лет и даже 1000, но за последние 20-25 тысяч лет, наверное, по мнению географов и геологов, по их мнению, 4 или 5 катастроф было больших, которые практически срезали весь культурный слой на севере. Поэтому вот так Земля устроена, что вот эти вот горы, которые там идут, Кавказ, Памир, другие горы, которые вот как бы рассекают Евразию посередине, если смотреть с севера на юг, они также и отгораживали вот те южные края от этих северных катастроф, которые периодически происходили и которые уже практически доказаны, и уже сегодня нет споров. Но вы понимаете, какой парадокс с точки зрения понимания истории. У нас мы сегодня видим и экологию Земли, и геологию Земли, и развитие ее географии, и освоение Земли. Мы сегодня видим иначе, чем видели еще даже 50, да, господи, 20 лет назад все думали, что климат постоянен, то есть он не менялся там 8-9 тысяч лет, климат не менялся. Сегодня мы живем в ситуации, когда любой школьник или школьница будет нам объяснит нам, что климат меняется, но он менялся по разным причинам, мы сейчас не будем это обсуждать. Но, то есть я имею в виду, мы сегодня знаем, как Земля менялась, но то, что мы говорим об истории, написано 200-300 лет назад, это все не совпадает с теми нашими новыми представлениями о том, как развивалась Земля. Поэтому вот это вот историческое знание, вот эта концепция, представление о том, как же все-таки протекала история, как она начиналась и как она шла, оно уже очень архаическое, оно устарело, оно не соответствует тем нашим знаниям, которые мы имеем на сегодняшний день. Представьте себе, всего 100 лет назад началась нормальная научная археология. До этого не было этих знаний. До этого было очень слабо развито восточные науки, так сказать. Очень мало было переводов, мало было изучений, так сказать, почти не знали ничего об истории Египта. То есть это вот там какие-то 200 лет, когда мы начали получать такие обильные знания после того перерыва, который произошел в темные века. То есть мы парадоксальным образом являемся заложниками исторических концепций, которые были созданы где-то в 16-17 веке, которые совершенно уже не соответствуют нашим знаниям, и более того, они не соответствуют даже тем политическим задачам, которые они решали в то время. В то время эти концепции, которые вот было такое вот объяснение историческое развития мира, они соответствовали каким-то даже политическим потребностям. Даже если там была какая-то, так сказать, натяжка, какая-то, скажем так, прямо даже, может быть, какая-то фальсификация, она имела в виду определенные цели политические, другие, так сказать, геополитические. А сегодня эти цели уже остались далеко позади, и мы просто инерционно рассказываем ту историю, которая, она неправдива, она не соответствует истине. Поэтому давайте вот посмотрим на некоторые моменты. Причем у нас, мы-то живем недавно, не так много. Но, допустим, наши предки, у нас вот русская история, в общем-то, ее классическое изложение появилось во времена, собственно говоря, Татищева, или уже даже Карамзина. То есть это произошло, так сказать, 250 лет назад, где-то, 250, 280, так сказать, лет назад, когда было сформулировано какие-то положения. Но в то время те знания, которыми обладали, даже эрудиты того времени, они не позволяли им понять многие тексты, которые были в наличии. И вот есть такая у нас рукопись, есть такое у нас сочинение в русской истории,
у нас долго уже упорно занимаются изучением русской истории и публикуются все летописи, которые есть. Вот в 33-м томе есть такое сказание о Словении, Руси и городе Словенске. Его, так сказать, еще вариант есть в 27-м томе, но мы будем сейчас коснемся. Этот кусочек сказания взят из хронографа 1679 года, где он повторялся. То есть еще в 1679 году, когда составлялся хронограф истории русской, еще тогда, так сказать, это сказание воспринималось как реальное описывающую русскую историю, и, так сказать, на него ориентировались. Но вот этот промежуток времени между серединой 17 века и уже 18 веком, конец 18-го, начало 19 века, когда писал Карамзин, произошли довольно-таки серьезные изменения. Если я скажу, что наша история сейчас насчитывает русская порядка 4400 лет, это только от основания Словенска, то это может показаться, такой завиральной идеей, потому что, 4400 лет – это многовато как будто бы. Но это связано с тем, что вот этот скептицизм связан с тем, что люди воспринимают русскую историю как исключительно привязанную вот к той территории, на которой мы сегодня живем. Но это абсолютно неправильный подход. Дело в том, что народы не живут, так сказать, постоянно на одной и той же территории. Дело в том, что народы постоянно, так сказать, вынуждены были менять, не постоянно, а там в течение каких-то там периодов. Вот, например, в этом же сказании о Словении и Руси, и городе Словенске, там есть два момента, когда рассказывается первое и второе запустение Словенска. Причем первое запустение Словенска, которое произошло, было связано с тем, что начался Великий Мор. Была настолько сильная, так сказать, эпидемия, пандемия, что нам сегодня, как говорится, близко, мы понимаем, что это действительно может быть, что не успевали хоронить умерших. И в результате этого те люди, которые еще могли покинуть город, они ушли из этого города, потому что уходили из тех мест, где была эта пандемия, пытались уйти туда, где никого не было. А в те времена, это все относится к очень, так сказать, давним временам, где-то 1500–2000 лет назад, в это время еще было куда уйти. И город остался пустой, он зарос, и там вообще ничего не было какое-то время. Понимаете? А те, которые ушли, они куда ушли? Где? Куда они унесли своих богов? Куда они унесли свое знание, свое умение, свой язык? Где началась их следующая история, когда они покинули Словенск? И таких переселений было очень много. И вот это вот рассказ о Словенске начинается с того, что вот именно очередной такой исход из района, который... Я потом объясню, что это за район. Он отстоял, было место, где жили, так сказать, потомки Иофета, который вот всегда во всех наших текстах, во всех наших летописях всегда начинается наша история, вот в этих летописных источниках, с рассказа о разделении земли между сыновьями Ноя и о том, что сыновья Иофета получили в себе во владение северные и западные области вот этого земного круга, который был поделен между Симом и Иофетом. По какой-то причине, мы сейчас не будем этого касаться, Хаму, которого, в общем, как бы прогневал отца, не досталось ничего. Это вот оставим пока это в стороне, чтобы с этим не заниматься. Потому что все нельзя в одном, так сказать, рассказе охватить. Вот эти потомки Иофета, один из которых был Зардан, его иногда называют Зардан, иногда Дардан, а другой Скиф. Вот потомки Скифа и Дардана, они жили в очень
районе, где началось перенаселение. То есть это были благоприятные места, но в течение там, 500 лет, которые там жили вот, после прихода туда Скифа и Дардана и его потомки, так сказать, вот людей скопилось очень много. И начались между ними распри, начались, так сказать, неурядицы. Кроме того, начались вторжения других народов. И князья решили, что надо покинуть этот район и уйти на другое место. Вот, и они решили это сделать, и, так сказать, поднялись и ушли, так сказать, оттуда. 14 лет они, так сказать, шли, и в конечном итоге пришли в какое-то место, где они поставили два города. Один был из них Славенск, или Славенск город, а другой был, так сказать, Русан. Вот. И началась новая жизнь. Но парадокс состоит в том, что когда мы смотрим на этот текст, мы понимаем, что здесь нам вот в этом сказании о славении Руси нам пересказывают один из, так сказать, отрывков из Ветхого Завета. Потому что, с одной стороны, здесь говорит славян и рус, которые ушли, так сказать, а во главе перехода стоял отец Арий, Фара, а это означает, так сказать, лидер. Вот. Аналогичное есть, так сказать, предание, которое зафиксировано в Ветхом Завете. Только там у нас Авраам, Лот и тоже Фара, так сказать, присутствует, так сказать, такое имя. То есть мы понимаем, что есть возможность расшифровать русскую историю. Она, так сказать, как бы зашифрована в силу того, что мы ее неправильно смотрим. Она разрезана на кусочки. Знаете, так сказать, были такие способы шифровки, когда одно послание разрезается на несколько кусочков. Один кусочек дается одному, другой второй, третьему, четвертому. И вот когда они соберутся, и эти кусочки сложатся, то можно будет прочитать весь текст. Вот у нас получилась такая же парадоксальная ситуация, что у нас есть информация о нашей древней истории, которая зафиксирована в Ветхом Завете. Есть информация, которая зафиксирована в сказании о славении Руси в городе Славенске. Ну, хотя бы за этим сказанием признана некоторая, так сказать, ну, как бы историчность, и оно включено в русские летописи. А есть еще, так сказать, например, книга Вереса, по поводу которой идут бесконечные, так сказать, словесные баталии, спорят, правда, неправда, существует, не существует. Но если мы возьмем Ветхий Завет, сказание о славении Руси, и возьмем, так сказать, книгу Вереса, мы сложим, и мы поймем, что в каких-то частях они отражают одну и ту же, так сказать, историю. Они рассказывают нам с некоторыми изменениями, с некоторыми там нюансами, рассказывают одну и ту же историю. То есть мы можем их свести к такому представлению, ну, то есть это варианты рассказа какого-то общего текста. А он, конечно, за тысячелетия, которые он, так сказать, просуществовал вот, в преданиях, потому что это сперва пересказывалось, потом это записывалось, потом это передавалось, потом иногда это могло сгореть, быть уничтожено в связи с гибелью города, храма и так далее, и так далее. То есть это то, что до нас дошли эти сведения, это, ну, как бы большое счастье. И мы должны очень скрупулезно, очень трепетно, очень внимательно относиться ко всем вот этим, так сказать, дошедшим до нас, так сказать, свидетельствам, так сказать. Тем более, что когда мы начинаем их анализировать, вот у нас получается, что они дополняют друг друга, и появляется, так сказать, возможность понять их. Теперь я расскажу один очень важный методический момент. Вот такую, как всегда меня спрашивают, а откуда вы взяли эти сведения? Как вы их получили? Ну, с одной стороны, я как бы всегда занимался как бы обработкой информации, поэтому получил некоторые навыки обработки информации. Но другой момент, что здесь есть еще одна такая теоретическая находка, которую я использовал. Понимаете, у нас вот есть русские летописи, по поводу которых там бесконечно идут споры. Вот, например, о том же сказании о Словении и, так сказать, Руси идут тоже бесконечные споры.
И их никуда никак не могут привязать, потому что когда начинают прокладывать там путь скифа, то получается, что он как бы не вписывается в наше представление о географии древнего мира. Но дело в том, что здесь вот как раз и есть эта ошибка, потому что те, кто вот Татищев, там, Карамзин, когда они рассматривали эти тексты, они исходили из того, что эти события происходят, ну вот, грубо говоря, где-то вот в районе, там, не знаю, от Дуная до Волги, вот в каком-то вот в этом промежутке этого. Некоторые были уверены, что это просто имеет отношение к нашему Великому Новгороду, так сказать, историки. Есть они такие энтузиасты, которые очень любят свою территорию, место, где они сейчас живут, патриоты своего края. Они все хотят туда привязать, так сказать. Но это, понимаете, ложный, так сказать, патриотизм, который ничего не дает, а только повышается уровень, градус скептицизма. Вот. И я выдвинул такую гипотезу, что русская история, ее значительную часть вот этой русской истории мы можем понять только если допустим, что эти события происходили не на территории вот здесь между Уралом и, так сказать, Днепром, а происходили на территории Ближнего Востока. И тогда мы сможем понять то, что там написано, и тогда та информация, которая там есть, она будет логична, непротиворечива, понятна и так далее, и так далее. Но когда мы допускаем, что русские летописи относятся к событиям, которые происходили на Ближнем Востоке, тогда получается, что мы можем сопоставить и русские летописи, и, так сказать, Ветхий Завет, и другие источники по античной и просто древней истории, так сказать, сопоставить их между собой, и они будут дополнять друг друга и будут, так сказать, раскрывать нам то, что происходило. И вот когда мы допускаем вот эту вещь, у нас резко увеличивается объем информации. То есть мы получаем совершенно другой объем информации, который уже легче понять, потому что чем больше информации, тем легче ее понять. Понимаете, может быть, студентам это труднее запомнить и пересказать, вот. А когда вы исследуете что-то, вам всегда у вас всегда не хватает информации. Вы должны найти способ, каким образом обрести дополнительную информацию, которая прояснит те тексты, которыми вы занимаетесь. Вот такая гипотеза позволила мне начать сравнивать тексты этих, и я установил, что это идентично. То есть получается, что славян и рус – это Авраам и Лот. Правда, здесь возникает проблема, что все думают, что это вот русская история, скифская история, вот, так сказать, Авраам и Лот относятся к истории евреев. Но, понимаете, на такой глубине это и одна и та же история. Вот русские и евреи, грубо говоря, это на глубине там 4,5-5 тысяч лет. Это один народ, он потом только будет разделяться, обретать какие-то другие, так сказать, уже, так сказать, этнические характеристики, этнические названия. Вот это сказание о славянии Руси, вот если его распечатать, это порядка там 8 страничек. Но вот это вот очень краткая такая история, которая 4,5 тысячи лет назад, вот, так сказать, это где-то там город Славян был поставлен в 3113 году от сотворения мира. Это получается третье тысячелетие до нашей эры, даже, так сказать, его, так сказать, самое начало, так сказать, почти, вот, первая треть. Вот. То есть получается 1400 лет, вот, только от этого. Мы не берем то, что это сказание о славянии Русь позволяет нам представлять, что наш, грубо говоря, история, которую мы наследуем, она идет, ну, грубо говоря, от Ноя, кем бы ни был этот, так сказать, патриарх, так сказать, и вот идет и от Иофета. Собственно говоря, вот мы относимся к тем народам, которые идут от корня Иофета. А дальше были народы, которые идут от корня Сима. Ну и там надо просто разобраться, кто из них как соотносится, так сказать, вот, между собой.
Но на том уровне они были братья, Сим и Иафет. Так сказать. Вот эта вот история начинается так давно, что мы можем, так сказать, не до конца это понимать. Там есть, как можно расшифровать, можно ли это расшифровать, этот вот текст, можно ли его привязать к какой-то определенной конкретной местности. Вот. Ну, библейская история, та, которая изложена в Ветхом Завете, она тем хороша, что она уже как бы привязана к определенному месту. Она привязана к тому, что Авраам и Лот приходят в Палестину и ставят два города. Один из них сегодня называется Наблус, а другой называется сегодня Иерусалим. Вот. В отношении, так сказать, славяна и руса, там тоже они ставят также два города. Один из них называется славян, который после стали называть Новгородом. И тут уже появляются первые, так сказать, мостки. Дело в том, что Новгород и Наблус – это слова, которые имеют одно и то же значение. Ну, конечно, если их не читать по-арабски. Если по-арабски читать слово «наблус», то получится какой-то зуб большой змеи. И дальше идут, так сказать, всякие фантазии насчет того, что за змея, какой зуб и так далее, и так далее. А если читать его нормально, «Навлус» – новый город, и Новгород – новый город, то все получается нормально. А город Иерусалим – это вот старая Руса. Вот такое вот я предлагаю прочтение. Ну, почему можно связать? Дело в том, что в сказании о Словении и городе Славянске говорится, что город поставили у соленого студенца. Тот такой вот географический объект, к которому привязан город, его местоположение, между двумя реками у соленого студенца. Такой вот какой-то метафора, такое название. С кем я только, ну, как, грубо говоря, не спорил по этому поводу. Были люди, так сказать, Валерий Демин, ну, такие люди, которые написали много книг, вот, заслуженные, безусловно, люди, обладавшие, может быть, и колоссальной эрудицией, может быть, даже намного больше, чем у меня, так сказать, вот, знаний по этому вопросу. Но дело в том, что, понимаете, дело не в эрудиции, не в знаниях, так сказать, вот прям вот таких. А дело в том, что когда вы анализируете, вы должны иметь не все знания, не всю информацию, а достаточное количество информации для того, чтобы ее понять. Вот когда вам достаточно, может быть, даже дополнительные знания, они даже вредны. Потому что они могут вас запутать, увести в сторону от уже истинного решения. Что такое соленый студенец в русских летописях? Если вы будете смотреть на этот географический объект где-нибудь там в районе Великого Новгорода, я имею в виду наш, который там недалеко от Ленинграда, на северо-запад от Москвы, от нынешней, так сказать, находится, то там найти практически невозможно. Но поскольку вот этот текст привязали именно к этому Новгороду, ложно привязали, то и упирались в том, чтобы найти что-нибудь там похожее. Там где-то в районе Русы, там есть Старая Руса, там есть такие источники, которые, ну, так сказать, соленые, там получали соль, там были даже производства по добыче соли. И вот люди привязались и к этому, я вспоминаю, так сказать, вот Валерия Демина, он, так сказать, говорит, а я все-таки с вами не согласен, вот в районе Русы там есть, так сказать, такие вот были добыча соли и так далее, и так далее. Ну, можно не соглашаться, но дело в том, что если мы посмотрим на Ближний Восток и возьмем слово «соленый студенец», то нам будет ясно, что это речь идет о Мертвом море. Причем студенец – это не холодный, а такой студенистый, такой, знаете, глицериновый, такой, какими являются воды Мертвого моря, так сказать, которое, ну, оно такое очень мощное, так сказать, большая плотность солей в этом море, и поэтому человек, который там в него, допустим, опустится, он будет лежать на его поверхности, даже если он не будет не двигаться, не прилагать никакие усилия. Вот. То есть вот соленый студенец мы находим, и получается, что в этих, так сказать, в этом сказании о начале славянска есть достаточно, так сказать, информации для того, чтобы привязать ее, так сказать, вот таким образом. Но и не случайно
случайно совпадает, что и там, так сказать, Авраам и Лот приходят на вот это вот, так сказать, мертвое море, рядом с которым они стоят. Хотя в Библии, в Ветхом Завете, там вот как бы о таких характеристиках мертвого моря не говорится, но говорится о других, так сказать, и так далее. А если мы идем дальше по тексту сказания о славении Руси, так сказать, то мы там находим упоминание о катастрофах, когда земля проваливается, так сказать. Это уже там рассказывается о сыновьях Славена, один из которых был такой, так сказать, мах, чародей, ну, короче, был, так сказать, специализировался на каких-то вот таких, так сказать, нетрадиционных, таких религиозных, ну, нетрадиционных для нас сегодня. Сегодня у нас в основном христианство, ислам, может быть, иудаизм, но почти нет вот того такого языческого видения мира, которое было тогда, когда это многие вещи, так сказать, понимались, так сказать, очень мифологично, так сказать, люди не могли объяснить многие события, поэтому их, так сказать, истолковывали, строили какие-то свои версии, которые мы имеем сегодня, ну, в виде там, лучше всего мы знаем, так сказать, греческие мифы. Но были и другие мифы, мифы других народов. Вот это был один из таких сыновей Славена, был жрецом, магом, чародеем. То есть он, так сказать, практиковал оккультные практики. И, так сказать, вот когда его похоронили, та земля, то место, где его похоронили, оно провалилось, ну, так сказать, очень глубоко. То есть рассказывается о том, но дело в том, что и вот этот вот район Мертвого моря, он весь, так сказать, подвержен вот таким, так сказать, катастрофическим провалам земли, он подвержен, так сказать, потому что там проходит восточноафриканская рифтовая зона, и там постепенно, как бы, так сказать, геологическое основание раскалывается. Вот, понимаете, она идет вот от современного, так сказать, Израиля, идет туда, до Джибути, там, такое государство, которое находится в районе Аравийского залива, уже в Африке. И там кусочек земли сейчас, кусочек Африки потихоньку начинает откалываться. Вот понимаете, в геологическом плане те процессы, которые описаны вот в этом тексте, те, которые передавались тысячелетиями из, так сказать, из поколения в поколение, так сказать, они, так сказать, до сих пор мы можем найти эти процессы, потому что геологические процессы, они могут, конечно, протекать очень быстро, тогда идет такая какая-нибудь колоссальная катастрофа, а могут протекать, так сказать, ну, прерывисто, так сказать, может произойти что-то, потом процесс замедлится, потом опять идти, так сказать, медленно. Вот сегодня там в районе Джибути кусок Африки, такой, знаете, может быть, будет больше Мадагаскара, откалывается, но откалывается очень там миллиметры в год, так сказать, трещина расширяется на миллиметры в год, нам незаметно. Еще через там 1000 лет, может быть, произойдет это событие, если этот процесс не ускорится, так сказать, катастрофически. Потому что эти процессы не монотонные, они могут быть монотонные, а потом происходит, так сказать, катастрофически быстрое изменение ситуации, и мы получаем совершенно новую картину. То есть, но, грубо говоря, то, о чем писалось в сказании о славении Руси, то, что отражалось и, так сказать, вот там в библейских рассказах о Содоме и Гоморре, об их провале, так сказать, о том, что исчезли эти города, эти, так сказать, вещи, то есть они нам позволяют локализовать вот эти тексты, то есть найти место, к которому можно привязать объективно эти события. И получается, что русская история начинается вот в районе Палестины. А откуда же ушли славян и рус во главе с, так сказать, отцом Арием? Они ушли из района, который в Библии называется Ур-Халдейский. Ну, к сожалению, историки и здесь немножко промахнулись, они Ур-Халдейский поставили сейчас, и сейчас его локализуют несколько западнее, чем он был. Реально это было, так сказать, место, которое располагалось где-то недалеко от современного Ахваза. Это в Иране, в иранском Хузистане, там, так сказать, на юге, там вот где Ирак идет,
и выходит кусочек, так сказать, Ирана, выходит, так сказать, сюда, к Персидскому заливу. Вот в этом районе находился Ур-Халдейский, и вот это были такие благодатные почвы, территории, которые были в какой-то определенный момент перенаселены, и вот часть, наши предки, вот в частности славян и лот, славян и рус, они, так сказать, ушли. А в Ветхом Завете, который так сказать, себе присваивают исключительно, так сказать, еврейский народ, который является на самом деле общей книгой всего человечества, так сказать, это были Авраам и Лот. Вот видите, даже Лот и Рус, они очень созвучны между собой. Просто не все народы одинаково произносят букву «Л» и букву «Р». Вот. И вот такая вот бывает парадоксальная вещь. Поэтому слова начинают, так сказать, быть непохожими. Кстати, я говорю, что это было 4,5 тысячи лет назад, и это звучит, так сказать, немножко, так сказать, ну, как бы чрезмерное утверждение такое, так сказать, слишком. Но только Петр I, так сказать, изменил тот календарь, которым долго пользовались на Руси, так сказать. Дело в том, что, так сказать, это был, когда Петр решил ввести новый календарь, это был 5508 год, так сказать. Вот. Если бы мы сегодня пользовались старым календарем, который, так сказать, отменил Петр I, мы бы сегодня жили в 7528 году. То есть, в общем-то, 4,5 тысячи лет в это вполне вписывается, так сказать. То есть тогда бы все эти даты, они бы нам не казались как-то вынесенными за наше, так сказать, ментальное восприятие. А мы бы их воспринимали вполне логично, так сказать, что это существовало так же, как это вот воспринималось в 17 веке. Но нам трудно не любить Карамзина, потому что какую-никакую историю он нам дал, написал, отлил ее, так сказать, вот в своих текстах, и спасибо ему, мы, так сказать, ею пользуемся. Но мы должны понимать, что всему, что сделано, наступает когда-то такой предел полезности. То есть мы сегодня видим, что эта история уже не отражает очень многие, так сказать, моменты, накопленное знание, оно не вписывается, и поэтому это знание как бы либо надо отказаться от прежнего такой очень, так сказать, уже устоявшихся представлений, либо мы новые сведения, они будут где-то оставаться за бортом, и на базе этих сведений будут появляться различные альтернативные другие точки зрения, которые будут, так сказать, они будут использовать эти сведения, но будут в силу того, что неполноты этих сведений, будут каждый формировать свою, так сказать, какую-то еще такую историю. И в результате получится еще много новых, ну, как бы не вполне правильных ложных историй. Вот, допустим, мы в России, у нас очень такая сильная корпорация историков, она блокирует, так сказать, развитие нового исторического знания, оно, так сказать, является, так сказать, не стандартным, ненормальным, оно, так сказать, паранаучное, паранормальное и так далее, и так далее. То есть они, так сказать, загоняют как бы в подполье, ну, слава богу, у нас пока это все еще не запрещается, загоняют в подполье новые версии истории, которые в большей мере, так сказать, отражают ту реальную, так сказать, фактическую ситуацию, ту информационную ситуацию, которая есть на сегодняшний момент. Понимаете, вот в чем дело. И в результате этого получается, что ну, как бы появляются, в других местах появляются другие истории. Мы можем так оказаться, так сказать, без истории. Вот трудно быть без истории. Вот почему я считаю, что нам, так сказать, это мой рассказ интересен для курдов, потому что вот курды в силу каких-то, ну, не каких-то, а совершенно ясных обстоятельств остались, по сути дела, без истории, так сказать. Понимаете, они, так сказать, пытаются сейчас восстанавливать там и со времен Ассирии, и раньше, и так далее, но в силу того, что долгое время, вот тогда, когда складывалось вот эти научные представления об истории, тогда, когда начинался формироваться этот, курды были вот последние 500 лет, ну, может быть, чуть меньше, но порядка 500 лет лишены своей государственности. И в силу этого всю их историю разорвали на кусочки, так сказать. То есть одна история, ее там
рассказывают где-нибудь в Центральной Азии, другую историю рассказывают персы, третью историю сейчас пытаются рассказывать турки, еще какую-то историю, еще какие-то народы. Единственное, может быть, не то, что повезло, а вот как бы арабы не претендуют на какую-нибудь еще историю, они, так сказать, грубо говоря, никакой истории до Мухаммеда не было. То есть они, как бы, у них был запрет на изучение этой истории. То есть, грубо говоря, отсчет исторического времени начался с Мухаммеда. Но даже та история, которая касается 7, 8, 9, ну и тех веков, которые есть, она тоже не освоена. Но чтобы ее понять историю, допустим, Ближнего Востока, без того, чтобы понять историю России, невозможно. Потому что значительная часть вот этой ближневосточной истории, она содержится в русских летописях. И для того, чтобы понять историю Ближнего Востока, нужно русские летописи вписать обратно в контекст истории Ближнего Востока. И тогда, по крайней мере, до 15 века можно восстановить историю. А уже с 15 века там как бы немножко легче, потому что больше сохранилось текстов, больше сохранилось информации. То есть там уже вот там с 15 века и далее можно, так сказать, уже, ну хотя там тоже есть свои проблемы, но тем не менее это уже более-менее понятная ситуация. Поэтому вот поэтому надо возвращаться к этим древним временам, нужно возвращаться для того, чтобы объяснить, почему мы, так сказать, для того, чтобы понять сегодняшний день, мы возвращаемся в такую глубину, потому что нам необходимо понять то, что русская история до 15 века, до Ивана III, вся русская история протекала на Ближнем Востоке. А Ближний Восток – это территория, в том числе и курдская. То есть мы можем сказать, что если исходить из такого подхода, то часть русской истории – это часть курдской истории. И я тут нашел эти точки соприкосновения. Одна из них очень ключевая. Это точка соприкосновения, это в образе Салахиддина. Это общий герой и русской, и курдской истории. Вот. И если мы, но и до Салахиддина, и после него, до конца 15 века, очень тесно переплетаются вот эти вот, так сказать, события обеих историй. Но ни в курдской истории на сегодняшний день, ни в русской истории, несмотря на то, что Россия уже там имеет и свои академии, и уже, так сказать, и последние 500 лет она имела и свою, так сказать, государственность. На одном месте, по сути дела, Иван III уходит с территории, так сказать, Анатолии и вот основывает то, что потом превратится в эту колоссальную Российскую империю, так сказать. То есть это колоссальный всплеск. Это тоже, вот так же, как, понимаете, в чем дело? Так же, как вот в свое время славяно-рус уходят из одного района и начинают там вот этот новый цикл исторический, с них начинается. Почему они их помнят? Да потому что они оказались очень удачливыми, они оказались успешными, и с них начинается вот этот вот момент истории, к которому вот того, так сказать, саженца, который пересаживается на новый, так сказать, вот, когда этнос переходит на другое место и там укореняется, и с этого момента начинается, так сказать, какой новый цикл истории. Вот та история, которая начинается со славяна и руса. Кстати, она вот шла вот довольно-таки вот в этом сказании о Словении и Руси, считая, вот как бы автор его утверждает, что до Владимира, который крестил Русь, это продолжение одной, так сказать, такой линии, хотя она, так сказать, претерпевала большие сложности. Вот одним из моментов таких сложностей, о котором я сегодня, думаю, успею рассказать, является момент, это у нас есть в русской истории такое предание о призвании варягов. Вокруг него написано, ну, не знаю, сотни, не сотни, тысячи, не тысячи, но огромное количество книг написано, статей еще больше. Было призвание варягов или не было призвания варягов? Но в чем парадокс? Дело в том, что все те, кто спорят, они все спорят по поводу, так сказать, этого момента, они его относят, так сказать, там, к 8-9 веку нашей эры.
И с этой точки зрения они попадают в ситуацию, когда это пустые споры. То есть можно ломать копья, но это бесполезное. Это, знаете, все равно, что пытаться отмыть черного барана до бела. То есть можно еще написать миллионы книг, но если не сменить точку зрения на место локализации и на время локализации этих событий, это все будет только пустые хлопоты. И этим, как, к сожалению, так сказать, занимаются без конца, так сказать, в силу вот именно того, что не могут понять, так сказать, место действия русской истории. Место действия русской истории. Только перенеся место действия русской истории до конца 15 века на Ближний Восток, можно дальше начать реально читать русские летописи. Не просто читать их, понимать буквы, слова, там, а понимать смысл русской истории. Понимаете? Не понимается смысл русской истории. Вот в чем состоит проблема. Представляете, до конца 15 века не понимается смысл русской истории. Это при том, что у нас есть свое государство, свой язык, свои академии, свои там академики, профессора и так далее, и так далее. То есть все есть, истории нет. Вот в этом проблема. Ну, давайте вернемся на несколько минут к гостомыслу. Потому что гостомысл это был такой, так сказать, князь, у которого погибли сыновья. Ну, так случилось, что некому было наследовать его, так сказать, царство. И он сказал, что надо пригласить на это царство сына его дочери. То есть не по мужской линии передать правление, а передать по женской линии правления. Вот. И дальше приходят, так сказать, это приглашенные варяги, как их называют, потому что они были, так сказать, заморские гости, так сказать, а дочь его была выдана замуж в другую страну, и там у нее родились дети, и вот как раз ее сыновей и приглашают на княжение в русскую землю, потому что вот земля есть, а наследников нету. Вот. И вот этот идет спор об этом, так сказать, событии без конца, потому что поскольку это относится там к 8-9 веку нашей эры уже, то получается, что долгое время у славян, ну, как бы, там, то ли не было государственности, хотя непонятно, почему они спорят о государственности. Дело в том, что был гостосмысл, так сказать, до этого, и было его царство, и было его княжение, ну, или княжество, княжение, так сказать, и все было нормально, но ну, линии-то пресекаются, так сказать, это бывает со всеми, это, так сказать, это такая беда, которая может приключиться с кем угодно, поэтому, так сказать, ничего здесь такого нет, и спорить здесь, собственно говоря, особо не о чем, так сказать, но возникает вопрос, где это происходило и как происходило, и вот бесконечное количество споров ни к чему не приводит. Но если мы посмотрим на Ближний Восток и поймем, где это происходило, что это происходило в Палестине, мы найдем такой момент в библейской истории, который практически совпадает с тем, что говорит, так сказать, говорится в русских летописях. Более того, вот в 1896 году была обнаружена стела Мернептаха. Такой был фараон. Большая стела, и поскольку уже читали ее, прочли, и удивились, что, оказывается, Израиль существовал и до того, как произошел исход евреев из Египта. Вот. Но на этой стеле Мернептаха была написана такая фраза, которая, так сказать, очень интересна. Я ее прочитаю. Там были такие завершающие строки. Враги повергнутые просят пощады, Ливия опустошена, Хатта присмирела, Ханаан пленен со всем своим злом, захвачен Аскалон, Гезер полонен, племя Израиля обезлюдило, семени его больше не стало. Вот эта фраза «семени его больше не стало». То есть это вот характеристика такая, военно-политическая характеристика региона, который прилегает к Египту, где фараон Мернептах, так сказать, вот фиксирует ситуацию на этот момент.
И это как раз тот момент, который и описан в русской летописи, когда семени не стало, потому что сыновья госта смысла, так сказать, погибли, и некому наследовать, и надо пригласить. Соответственно, когда мы сопоставляем эти вещи, то получается, что тот человек, которого пригласили на княжение на Руси, это никто иной, как Иисус Навин. И действительно, Иисус Навин приходит в Наблус, и он его не завоевывает, его туда пригласили. И потом уже он как бы снова наводит порядок вот на этом пространстве Палестины, подчиняет эту территорию, братья его расселяются по этим, так сказать, землям, но это и есть расселение колен Израилевых. Но часто очень тут вот мешает людям понять, начинают. Я вот когда это рассказываю, меня спрашивают, а что получается, русские это евреи, так сказать? Да это евреи русские. Понимаете? Дело в том, что это слово еврей означает всего-навсего переселенец, мигрант. Ничего в нем, никакого смысла более глубокого нет. Это просто, так сказать, слово, которое, так сказать, один из вариантов образования этнонимов, так сказать, таких названий, так сказать, народов. Она, собственно говоря, ничего такого не несет в себе какой-то большой, так сказать, глубины, большого смысла. Дело в том, что на той глубине, вот на глубине даже уже вот это вот событие, которое происходит, это уже 12 век до нашей эры. На этом уровне, да, это общая история. Я говорю, что еще вот у русских и у курдов общая история на глубине 15 века. Вот Салахиддин, это 12 век, это наш общий герой. В русской истории этот человек имеет имя Александра Невского. Высшая награда Российской Федерации – орден Александра Невского. К сожалению, это все не до конца осознается, потому что до сих пор все еще пытаются найти, так сказать, следы его знаменитой битвы, в которой он разгромил крестоносцев на Чудском озере, так вот, на границе современной России и Эстонии. Конечно, это пустое занятие. Оно, конечно, им можно заниматься, но это продолжать, так сказать, отмывать черного барана до бела. И Бог в помощь тем, кто им занимается, потому что ничто не может переубедить, кроме собственных ошибок, так сказать. Поэтому в данном случае мы к этому не возвращаемся. Итак, мы видим, находим точку, такую вот еще одну точку. То есть вот один момент, это вот почему эти моменты отражаются вот в этих, так сказать, летописях, сказаниях. Да потому что они фундаментальные, они принципиальные. Вот эти вот переселения колоссальные, вот эти передвижения, когда в силу каких-то причин приходится, так сказать, очень сильно передвигаться, так сказать, менять места или там менять династии, или, так сказать, каким-то образом давать новую жизнь династии. Вот было переселение во времена славяна и руса, так сказать, один момент. Создание славянского, еще один момент, так сказать, вот они как бы оказались успешными. Кстати, от корня вот славян у него был, они все потомки Скифа, а у Скифа был брат Дардан или Зардан. Вот от этого Дардана пошел род Инея. Род Инея – это тот род, который заложил Рим. Понимаете? То есть мы здесь можем посмотреть совершенно иначе. Да, это очень далеко. Но кто из нас знает своих родственников, которые там в 7-8 колене когда-то разошлись, наши рода? То есть люди в быту почти, так сказать, может быть, уже вот в нашей культуре. Может быть, есть еще такие культуры, в которых это хорошо знают. А в нашей культуре мы уже, так сказать, не поддерживаем эти родственные отношения. Но если мы посмотрим в историю, там вот эти родовые линии. Вот у нас есть наши летописи, а там есть Энеида, так сказать, это, может быть, так сказать, стихотворная такая, поэма, но эта поэма основана абсолютно на хронологии, на таком летописном, на хрониках. Она отражает реалии, которые тогда существовали. Было какое-то время, когда считали, что и то, что написано в Илиаде, или Одиссея, это, так сказать, просто мифические вещи. Сейчас уже люди поняли, что это нет, это не миф, это, так сказать, такое, может быть, несколько мифологизированное в некоторых моментах, но изложение тех реальных событий, которые происходили. Проблема состоит в том, что уже пора научиться нам читать
не только читать, но и понимать античные тексты, а понять их без того, чтобы понять, какова была реальная, так сказать, какова была реальная география древней истории. Без этого понять их невозможно, потому что тогда они противоречат друг другу и, так сказать, сами вот историки попадают вот в такие, ну, как бы очень сложную, так сказать, ситуацию. Например, Татищев, так сказать, Карамзин. Ну, естественно, что они не раз прочли сказания о Словении и Руси, так сказать. Они читали, но они, когда начинали читать это дело, они пытались привести этот вот маршрут движения скифа к Евксинскому понту. Но они были уверены, что Евксинский понт – это Черное море, вот то, которое мы сейчас понимаем. Но кто сказал, что в том тексте этот топоним или гидроним, ну, вот это название моря, именно было привязано вот к нынешнему этому географическому объекту, который мы сегодня знаем как Черное море. Вот там недалеко, ниже Вавилона, чуть-чуть южнее его, расположено озеро Эль-Хаммар. Если мы переведем его на русский язык, получится Черное море или там Красное море, винно-цветное море, там агатовое, ну черное, понимаете, вот именно Черное море, Евксинский понт, вот оно, так сказать. Дело в том, что не восстановив карту древнего мира, бесполезно заниматься анализом этих текстов. Ну, заниматься надо именно только для того, чтобы догадаться, как надо восстановить карту древнего мира. А потом уже потом можно просто читать то, что там написано, и понимать то, что написано уже, так сказать, более рационально, чем это делается сейчас. Сейчас историки, когда они там рассказывают о Риме, там, не знаю, Греции, об Александре Македонском или там, не знаю, о Веспасиане, они приводят такие всякие детали, что они там то делали, там то сказали, так-то сделали, но не понимают главного. На какой территории происходили эти события? Ну, какой смысл обсуждать, ну, там, детали, анекдотические детали, так сказать, если вы не понимаете, где происходили эти события? То есть, если вы их не понимаете реального там смысла, исторического смысла, который стоит за этими описаниями. То есть вот, собственно говоря, вот эта вот точка, вы можете легко найти в интернете, там, ну, вы можете найти эти тексты, какие-то мои работы, где я об этом пишу, но вы можете найти в интернете, так сказать, сказания о Словении и Руси, и попытаться самостоятельно прочитать и попробовать понять его, но, допустим, с учетом того, что я сказал. Я думаю, что это будет уже более рациональный вариант, чем просто прочитать и попытаться привязать вот этот вот славян к нашему Великому Новгороду. Конечно, это не добавит славы Великому Новгороду, это добавит только скептицизма по отношению ко всей истории, как не добавляет, понимаете, если что-то сказано не так, и люди не верят в этот текст, они не верят и тому, что и более, так сказать, ну, более достоверно даже, казалось раньше достоверным, а сейчас может показаться недостоверным. То есть любые искажения повышают градус скептицизма по отношению к тому, что читаем. Да, то, что читаем, и то, что является историей. Ну вот, несколько слов, почти час я вам попытался что-то рассказать о сказании о Словении, Руси и городе Словенске, о начале русской истории. Вот. Она началась в третьем тысячелетии до нашей эры. С того момента, когда русские князья, ну, скифские князья, потомки скифа, совершив переход очень большой, длительный, почти 14 лет они постепенно с места на место переходили своим народом, то есть это была такая постепенная миграция, потому что это же не просто войско шло, это был исход народа. Они добрались, так сказать, вот так вот вдоль Загроса, вдоль отрогов Тавра,
добрались там до города Харан, потом вот так спустились к Палестине, и вот там начался новый цикл русской истории. Это русская история, это еврейская история, это история других народов, которые, так сказать, потом стали, так сказать, появились уже в последующие тысячелетия после этого момента. Поэтому мы можем найти отражение этого текста еще не только в книге Велеса, не только в сказании о Словении и Руси, не только в Ветхом Завете, не только в стеле Мерниптаха, но еще во многих других, так сказать, книгах и источниках. Если мы, но какие-то моменты еще, вот, допустим, упоминаемый Дардан, он потом появляется, так сказать, в произведениях Гомера как предок Энея. Там просто говорится, что когда Ахилл, так сказать, один из наших тоже, так сказать, предков, так сказать, которого даже Татищев и другие, так сказать, они называли скифом, вот, он сражался под Троей с Энеем, но Эней, по сути дела, бежал с поля боя. А Гомер пишет, что Зевс не попустил, так сказать, погубить Энея, потому что тогда бы пресеклась линия Дардана, а эта линия должна была продолжиться, потому что она, так сказать, вот потом приведет к появлению такой колоссальной структуры, как Рим, который тоже станет мощнейшим, так сказать, моментом в развитии человечества. И мы пройдем какие-то ступеньки нашей истории уже под римским, так сказать, под знаменами римского, так сказать, римских легионов. Вот такая вот история. Она вся переплетена, вся между собой связана. Ее надо пытаться понять, ее надо осознать. Она нам поможет понять, что у нас общие корни. Это, может быть, главный интересный вывод из этой истории. Пожалуйста, Маруф, я, наверное, не отвечал на какие-то вопросы. Если они есть, я с удовольствием отвечу. Если у вас есть вопросы, я тоже отвечу. Нет, вопросов нет, уважаемый Вадим Макаренко. Спасибо большое за исторический обзор Древней Руси. Действительно очень интересно и познавательно. Надеюсь, что ваша версия возникновения Древней Руси и ее связь с курдским народом получит широкое признание. Ну, хотя бы среди курдского народа и русского. Да. Спасибо огромное. Так, на этом, я думаю, мы можем уже попрощаться. Мы больше часа провели время в прямом эфире. Поэтому с вами в прямом эфире был Вадим Макаренко и Маруф Асланов. Подписывайтесь на наши каналы и страницы Риатаза в соцсетях. До скорой встречи. До свидания, друзья. Спасибо.